ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В Ухте стартовала геологическая неделя. Начал ее музей геологии ухтинского филиала «Газпром Внейгаз». Первой группой, познакомившейся с богатой экспозицией, оказались любители скандинавской ходьбы. Перешагнув порог музея, они попали в без преувеличения сказочный мир богатств нашей земли. Коллекция нефтей, породы из которых добывают полезные ископаемые. Подарки земли, напоминающие о том, что когда-то на Тимане бушевало море. Поразительно, но все это было скрыто миллионы лет. Там есть простые, есть поделочные, есть полудрагоценные, есть образцы золота. Даже такие вот вещи люди очень любят посмотреть. Вот им задаешь вопрос, где найдите золото, они вот пишут, смотрят образец. Иногда находят, иногда приходится подсказывать, показывать, что такое золото, как оно в породе находится, самородное. Вот есть коллекция вот нашего Ухтинского района, где у нас очень много как сказать, ископаемой фауны. Это кораллы, это брахиоподы. Но это не просто скучный зал с тысячей экспонатов, скрытых в витринах. Каждый из них можно потрогать, тут это не возбраняется. Есть в музее и своя легенда о Даниле Мастере, повстречавшем удивительного северного оленя, северного пегаса, который подарил молодому мужчине удачу в поисках чудесных камней. Конечно, вы догадались, тот самый Данила Мастер – это экскурсовод, кандидат геолого-минералогических наук, геолог со стажем 49 лет Владимир Данилов. Большую часть экспозиции он привез в Ухту лично с поисково-разведочных работ. Владимир Николаевич шутит, был как челночники в 90-х, только в клетчатых сумках вез камни. Например, 40 килограмм горного хрусталя, которые теперь сияют, изъятые из горной пещеры в выставочном зале. На вопрос «Зачем?», геолог, закаленный своей сложной полевой работой, отвечает: любовь и к профессии, и к земле. Чтобы люди увидели, что природа – это не просто вот серый асфальт, по которому они ходят. Некоторые же, кроме этого асфальта, ничего не видят сейчас. У него есть компьютер, да, он есть дорога, по которой он ходит, больше ничего не знает. К сожалению, сейчас такая вот эра наступает, ее называют цифровизацией, но это так, по-моему, человек замыкается в этом пространстве и уходит от природы. А природа – это мать наша. В воскресенье, 7 апреля, Владимир Николаевич, как и его коллеги, отметит свой профессиональный праздник. До этого дня во всех музеях, где есть геологические коллекции, пройдут экскурсии и лекции. Но в этом музее отмечают, прийти в гости к Даниле Мастеру можно всегда.